Мы отрабатываем деньги. Извините, обратите внимание. Кстати, это в соцсетях уже пишут. Вот в Карасу 2 года назад масштабный турнир был по волейболу. Вы видели, какие люди туда пришли? Вся кыргызская элита пришла. Вы видите их сегодня здесь? Их нету. Это они, прокормленные Матраимовым. Это они всегда поддержку получали от него. Это не те молодые ребята, которые сегодня здесь выступают. Это неправильно, что нас обвиняют в том, что мы якобы что-то отрабатываем. Мы ничего не отрабатываем. Мы единственно отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Только совесть. Однажды я начала его защищать. У меня есть свои аргументы. Я от этих аргументов назад не буду отходить. Я стою до конца, потому что у этого человека тоже есть права. Он тоже должен рассчитывать на справедливость. У нас нету системы, у нас нету законности. У нас, если общество указывает пальцем в ту сторону, его арестовывают. Если суды показывают в эту сторону, его арестуют. Если силовики захотели отомстить, то только этих людей арестовывают. Прекращайте. Мы просто хотим призвать и правоохранительные органы, и общественность. Давайте прекратим кровопролитие, давайте прекратим борьбу. Просто это призыв к прекращению борьбы. Призыв, чтобы мы начали строить систему, обыкновенную систему. Здесь нету речи о том, что человек может отсидеть, он выйдет, он заживет жизнью. Он же будет жить дальше. Но с системой что произойдет? Если мы закроем глаза, тогда, когда меня в 2017 году чуть не арестовали, я когда вышла, я видела, кто меня поддерживал, как Матраимов меня поддерживал. Я это все видела. После этого сколько были таких вот прецедентов, у нас каждый месяц постоянно кого-то арестовывают или кого-то в чем-то обвиняют. Мы, как активисты, всегда выходили. Я, как журналист, тоже освещала. Сегодня, простите, чиновник нуждается в поддержке, и из-за этого мы пришли его поддержать. Здесь мы не пытаемся его оправдать, мы не пытаемся его обелить, мы просто пытаемся показать, что это все пройдет против системы, не против человека какого-то, а именно против системы. Мы не ведем борьбу против какого-то конкретного оппонента, мы не ведем борьбу против Атамбаева, который затеял всю эту информационную акцию. Никаких личностей, никаких переходов на личности, только системные вещи. Мы просим, чтобы просто справедливо рассмотрели. Матраимов уже оплатил 2 миллиарда сомов. Несмотря на то, что по непонятным причинам, как это было выявлено, он вынужден был согласиться. В октябре вы знаете, какая ситуация была общественная. Стабильности не было, у него выхода не было. Пришлось ему признать вину. Сейчас, когда он выплатил все штрафы, и он не убегал от судов, он не убегал ни от следствия, он по звонку приходил сюда в ГКМБ на допрос, по звонку приходил, на все допросы являлся. Все решения суда он исполнил. Он не собирался бежать из страны. Зачем человека, который сотрудничает со следствием, арестовывать? Зачем? Просто потому, что 300 человек вышли и пальцем указали. Так нельзя. Так нельзя. В каком государстве мы завтра будем жить тогда? Следствие установило, что 700 миллионов